Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Выработка совместных практических и научно обоснованных решений. В Якутске состоялась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Также в рамках климатической научно-практической конференции в Якутске прошла выставка технологий научно-образовательных центров. Расскажем подробности. Ежегодная премия лучшим труженикам производства. Наши корреспонденты поделятся деталями о новоучрежденной награде «Человек труда». Активная жизненная позиция приводит к большим возможностям. Сварщик Андрей Федотов защитит честь Ленского района на фестивале «Муусустар». Проекты в области экологии и охраны труда. В республике стартовал финал конкурса «Молодежный эко-лидер». Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнется действовать. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Аксаков добавил, что после того, как цифровой рубль начнет действовать и цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к тому, чтобы их активнее имитировали. В Якутске прошло расширенное заседание по вопросам готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики к действиям по предназначению в паводкоопасный период. По информации гидрометеослужбы, вскрытие рек ожидается на 1-3 дня раньше нормы. Однако это лишь предварительная оценка. Долгосрочный прогноз срока вскрытия и максимальных уровней весеннего половодья будет выпущен 14 апреля. В зону вероятного затопления попадают 123 населенных пункта на территории 24 муниципальных образований. Во всех них будут организованы пункты временного размещения людей. Всего на обеспечение безопасного пропуска паводковых вод в государственном бюджете предусмотрено 119 миллионов рублей. Персонал центральных электрических сетей проведет оперативные переключения в связи со строительством новой линии электропередачи «Ягрэс-Новая», радиоцентр с отпайками. Во время оперативных переключений произойдут кратковременные ограничения электроснабжения 24 марта с 22 до 22:30 вечера. Данные переключения затронут потребителей, проживающих в районе микрорайона «Радиоцентр», Сатал, Жатай, Сырдах, Тулагина, Кельдямцы, Капитоновка, Кангаласы, Намцы, Хамустах и Хараялах. Научно-практическая конференция собрала около 500 экспертов. Мероприятие проводится в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В конференции приняли участие представители научных и научно-образовательных учреждений из России, а также ученые из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Соединенных Штатов Америки и Японии. Конференция направлена на выработку совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата. Одна из секций, которая состоялась сегодня, криолитозона урбанизированных и осваиваемых территорий. Мы и с российскими коллегами, партнерами совместно приводим повестку ESG. И это один из основных способов предотвращения быстро таяние вечной мерзлоты. И мы тесно сотрудничаемся с российскими партнерами. На конференции был выдвинут ряд предложений о том, что дальше должны работать отрасли в условиях изменения климата и на какие отрасли следует обратить особое внимание. В рамках масштабного мероприятия были подписаны несколько соглашений, в том числе и по международному сотрудничеству в области изучения изменения климата и другой научной деятельности. Также было принято решение проводить конференцию в Якутске раз в 2 года. Следующая состоится весной в 2025. Мы с самого начала очень активно работали по формированию повестки работы нашей страны как председателя Арктического совета. Проведены 2 форума за это время, международных форума, наших Северный форум устойчивого развития, который уже стал традиционным, и одной из таких международных площадок, где обсуждаются проблемы Арктики. Буквально несколько дней назад закончился первый международный чемпионат по северному оленеводству, который тоже прошел в рамках
председательства нашей страны в Арктическом совете. Вот наша конференция тоже в рамках председательства страны. И прошла еще также большая конференция «Арктика. Территория диалога». Безусловно, мы участвовали также и в мероприятиях, которые проходили в других регионах в рамках работы нашей страны. И уверен, что тот вклад, который внесла и наша республика, и другие регионы нашей страны в содержательную работу председательства России в Арктическом совете, они, конечно, очень высокие. Помимо совещаний и различных научных чтений, в рамках конференции состоялась и выставка технологий научно-образовательных центров. Какие пути решения предлагают ученые для устранения экологических проблем, узнала моя коллега Галина Чекурова. На выставке научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития» было представлено 18 экспонатов, отвечающих по 4 направлениям: Арктика, изменение климата, вечная мерзлота и экология. Московский государственный технический университет имени Баумана на выставке представил устройства, которые помогут в выявлении лесных пожароопасных ситуаций, а также в анализе негативных результатов после катаклизма. Мультиспектральная камера позволяет определять текущую погодную пожароопасность лесов, вовремя принимать соответствующие меры, снижать риски возникновения пожаров и, соответственно, их последствий. В текущих разработках по результатам работы на конференции по изменению климата и таянию вечной мерзлоты и в будущих наших проектах мы постараемся учесть специфику Республики Саха-Якутия. Также одной из главных проблем не только республики, но и всего мира является выброс нефтяных и газовых отходов в водную и сухопутную поверхность. Так, Институт проблем нефти и газа в сотрудничестве с компанией «Газспассервис» на выставке представил сорбент Абура, при помощи которого можно без риска для здоровья устранить отходы с водяных и сухопутных поверхностей. Берем сырая нефть, также может использоваться отработка различных масел, ГСМ, солярки, бензина, неважно. Вот мы выливаем, условно говоря, определенный объем, ну, грамм, наверное, там 100, да, загрязненного нефтепродукта, открываем наш сорбент Абура, вот, про который я сказал, что он абсолютно гидрофобен, он не тонет в воде, пожалуйста, вот, высыпаем его. Обычным элементарным способом высыпаем на загрязненный либо грунт, либо водную поверхность, что сложнее на самом деле, и смотрим, как работает. Сорбент показал успешные результаты на участках таких чрезвычайных ситуаций, как ликвидация разлива на каскаде Вилюйских ГЭС и на грунтовых землях. Мы видим, что сорбент уже превосходит нефть, и берем обыкновенную сетку, да, то есть это традиционное устройство для сбора. И вот то, что в жидком виде у нас находилось там, мы спокойно, хоть совковой лопатой, хоть с очком, мы убираем, видите, вот даже сейчас вот взяв, мы видим, что сбегает чистая вода. Сорбент абсолютно инертен с химической и физической точки зрения. Он не является ни раздражителем, ни катализатором каких-либо процессов. Он натягивает на себя нефтяную пленку и за счет этого увеличивается в объеме. Даже собрав нефтепродукт на протяжении всего лета, следующей зимы и следующего лета, он может находиться с загрязнителями, которые не будут отдавать в окружающую среду никаких вредных веществ. Отметим, что научно-образовательный центр «Север» планирует подписать соглашение о вхождении в состав Российско-азиатского консорциума арктических исследований. Для нас это прежде всего интересно в том плане, что многие азиатские страны заинтересованы в технологиях, которые сейчас разрабатываются у нас. Более того, когда мы в феврале проводили конференцию по водороду, водородной промышленности, на текущий момент времени достаточно сложно определить рынок водорода в России, но он уже сформирован в Китае, и они могли бы, например, нас покупать. Научно-образовательный центр «Север» показывает большой прогресс в развитии технологий и выстраивает усиленное взаимодействие между бизнесом, наукой и образованием, благодаря чему в этом году центр рассчитывает получить федеральный грант Минобрнауки России в размере 155 миллионов рублей, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. Галина Чекурова, Илья Сыромятников, Якутск.
Ну а в главном учебном корпусе Северо-Восточного федерального университета прошли савиновские чтения. В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники научных институтов со всей России. Чтение в этом году в очно-заочном формате продолжит тему Мария Кардашевская. Научная библиотека Северо-Восточного федерального университета на один день превратилась в площадку для обсуждения серьезных планов. Эксперты со всей России выступили с докладами и предложениями. Цель – найти действенное решение и применить его на практике. Будут приняты рекомендации, которые будут адресованы именно исполнительной власти, правительства Российской Федерации, нашей республики в целях именно как раз минимизации негативных воздействий масштабного промышленного освоения и меняющегося климата. Будем надеяться, что таким образом мы внесем большую пользу именно как раз по минимизации всех этих негативных событий. Каждый участник предложил собственное видение решения той или иной проблемы. К примеру, заместитель директора научного института из Улан-Удэ затронул актуальную для Якутии тему сибирской язвы. В связи с глобальным потеплением появляется глубина протаивания уходит вниз, и могут появиться разные сибироязвенные захоронения. Нами в условиях сезонной и многолетней мерзлоты в Бурятии разработал алгоритм. И я хочу все рассказать, чтобы здесь, в Якутии, где пятая часть нашей территории, нашей страны, могут быть заброшены скотомогильники. И передать всю эту технологию, чтобы они могли распознавать, возможно, здесь заброшенные скотомогильники. Ведущие эксперты по вопросам изменения климата и таяния мерзлоты собрались на эти дни в Якутске не просто так. Ученые уверенно заявляют, что если человек не может предотвратить глобальное изменение климата, то приспособиться к меняющимся условиям в наших руках. Мария Кардашевская, Джулстан Лекентьев, Якутск. Следственный комитет по Чувашии возбудил уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений после того, как в республике 3 человека заразились сибирской язвой. По данным следствия, житель деревни Старая Акташева в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. Мужчина нарушил ветеринарное законодательство, поскольку не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, а с прошлого года не прививал животных против сибирской язвы. Помимо мужчины, сибирской язвой заразилась проживающая по соседству семейная пара и еще один житель деревни. Тем временем в Алданском районе для сохранения санитарного благополучия принимаются комплексные меры. Администрацией района разработан и утвержден комплексный план по борьбе с грызунами и профилактике особо опасных инфекций. Что включает совокупность методов, узнала Татьяна Вахнина. Как бороться с грызунами? Этим вопросом алданцы всерьез озадачились порядка 5 лет назад, когда в городе появилось большое количество крыс. Они обитали не только возле мусорных баков. Зверьки спокойно селились в домах и квартирах. Для сохранения санитарного благополучия принимается ряд мер. В этом году администрацией района разработан и утвержден комплексный план по борьбе с грызунами и профилактике особо опасных инфекций. Этот план разработан на 2023-2026 годы. Соответственно, он будет также включать и обработку на алданской свалке, которая очень сильно заселена грызунами. Дератизацию городской свалки будет проводить предприятие «Алданские пассажирские перевозки». На 2023 год на данные цели в бюджете предусмотрено 2 миллиона рублей. Для проведения мероприятий в жилфонде средства будут выделены управляющим компаниям. Ответственность за реализацию плана по борьбе с грызунами возложена на специалистов администрации района. На сегодняшний день также всем управляющим компаниям выданы предписания о необходимости проведения дератизации жилого фонда в осенне-весенний период. Ну и, соответственно, до рекультивации этой свалки, когда она будет построен новый полигон, мы должны эту проблему решить, пока она не стала катастрофой. К основным методам борьбы с грызунами относится раскладывание отравы и заделывание лазов. Кроме того, необходимо помнить, крысы селятся там, где есть еда. Несанкционированные свалки с пищевым мусором становятся благодатной средой для размножения грызунов. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Нагрудный знак за развитие библиотечного дела появится в республике. С соответствующей инициативой выступили представители библиотечного сообщества.
Как отметил министр культуры Республики Юрий Куприянов, учреждение нагрудного знака за вклад в развитие библиотечного дела станет весомым стимулом для дальнейшего развития библиотек, мотивации для внедрения инновационных идей и проектов по продвижению чтения. Впервые подобными знаками отметят представителей отрасли 27 мая в День библиотек. Ну а в Якутии с этого года уже учреждена ежегодная премия главы республики Айсена Николаева «Человек труда» в размере 300 тысяч рублей. Она будет вручена 50 лучшим труженикам, достигшим высоких производственных показателей и лучших результатов в производственной и непроизводственной сферах. Об одном из претендентов на эту премию расскажет Валерия Наумова. Иванов Алквиат Иванович – организатор с большим опытом работы, прошедший все этапы становления высококвалифицированного специалиста, начав свою трудовую деятельность с рабочего совхоза до главного медицинского брата. Свой рабочий день Алквиат Иванович начинает с обхода отделений Якутской городской клинической больницы. В его подчинении находится 845 человек. Это средний и младший медицинский персонал. Он почти всех сотрудников больницы, всех медсестер, акушерок, он знает по фамилии, имени, отчеству, у кого какой юбилей, у кого какая категория, кому когда защищаться. Вот в этом я всегда ему даже немножечко завидую, думаю, надо же, какая у него память. Всех очень помнит, за всех заступится, всем поможет. Вот. Ну, Алквиат Иванович человек у нас такой. Субботу, воскресенье, рано утром, он уже на работе. О том, что Алквиат Иванович ответственный и добросовестный работник, говорят не только его коллеги, но и его заслуги. Но началось все в детстве, а именно с мечты посвятить себя медицине. Родившись в большой семье в селе Тельги Мегино-Кангаласского района, маленький Алквиат точно для себя решил, что пойдет работать в медицину. У нас же большая семья была в деревне. У нас 9 детей, родители, мама доярка, отец тракторист. И все дружно жили. Ну, сейчас тоже братья и сестры все живут в деревне. Ага. Поэтому мечта. Поступив со второго раза в медицинский институт, Алквиаду Ивановичу пришлось отложить свою мечту по семейным обстоятельствам. Спустя время окончил медучилище, а в дальнейшем и Якутский государственный университет по специальности сестринское дело. Но как профессионал не перестает учиться и по сей день. Не представляет Алквиат Иванович свою жизнь без работы. Но про профессиональное выгорание даже не задумывается, потому что вывел для себя формулу. Ну, я так думаю, надо любить, где вы работаете, любить свою работу и любить свой коллектив. Тогда коллектив вас уважает, всегда помогает, и я помогаю, когда не отказываю. Вот так надо любить свою профессию. Алквиат Иванович – медицинский брат по призванию и ни минуты не сидит на месте. В состав Якутской клинической больницы входят 9 корпусов, и везде нужно успеть. На момент съемки Алквиат Иванович успел нашагать более 9,5 тысяч шагов. И это не предел. В среднем в день у него выходит около 50 тысяч. Помимо основной работы, большое внимание уделяет вопросам наставничества, воспитания молодого поколения, студентам мединститута СВФУ и медколледжа, которые проходят практику. Но он может и сочетать в себе какие-то другие функции, он или находит, или его привлекают в силу его трудоспособности. Он очень активен в общественной жизни, он очень активен в какой-то работе вообще ведомства, Минздрава и так далее. Алквиада Ивановича отмечают как разностороннего человека, который умело совмещает в себе отличительные качества. Он очень хороший цветовод. Да, у него вот прикрепленные около конторы, да, всегда цветет, и до октября прямо у него цветы всегда цветут. Мы всегда восхищаемся, берем у него пример. Угу. Показывая примеры, полностью отдаваясь своей работе на протяжении 31 года, Алквиат Иванович не чувствует усталости. Выдержка, самоконтроль и стремление развиваться – его главные друзья. А поддержка и любовь коллектива заряжают на дальнейшую работу. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. Сварщик Андрей Федоров, один из 33 молодых людей, представляет сегодня Ленский район на фестивале «Мусустар». Такая возможность выпала из-за активной жизненной позиции. Он участник всех районных мероприятий и достойный представитель своей профессии.
Андрей Федоров – сварщик. Работает на предприятии тепловых и электрических сетей с 2014 года. Он один из лучших специалистов, знает все тонкости своей профессии. Справиться Андрей может с любой проблемой. Постоянно выезжает на вызова, поступающие от населения, устраняет любые аварии за короткое время. У нас аварийная служба, то бишь, если там фиксируется какая-то авария, утечка воды или что-нибудь, у нас выезжает группа, изучает масштаб проблемы и, соответственно, потом принимается решение. Если это сварка, то мы выезжаем на объект и начинаем заваривать, устранять ту самую утечку, аварию. Занимается Андрей изготовлением металлических конструкций. Например, для ремонта трубопровода требуются специальные запчасти. Их молодой человек варит сам. Также режет, подгоняет, обрабатывает металлические изделия болгаркой и другими рабочими инструментами. Признается парень, сталкивается и со сложностями. Как говорят старые люди, сварщик в принципе профессия неудобная, потому что возникают места, где неудобно самому расположиться, нужно иметь определенную сноровку, гибкость, терпимость, потому что все затекает и тому подобное, где-то там что-то может капать. Бывают положения, что вы сами находитесь, грубо говоря, под каплями горячего металла. Бывает. Для коллег и руководства предприятия Андрей незаменимый специалист. Его ценят и доверяют ему самую сложную работу. Работает у нас на многих участках, его отправляют, как он уже сказал, что и в неудобных позах, и в коллекторе, то есть куда отправят, там всегда принимает участие и свою работу делает хорошо. Молодой человек является заместителем председателя Совета молодых работников Ленского предприятия тепловых и электрических сетей. Активно участвует в общественной жизни. Много лет бегал за команду ЛПТС на туристических слетах. Принимает участие во всех спортивных мероприятиях и сегодня. Поэтому он и стал одним из участников МОУ «Устар». Андрей – это яркий представитель профессии, рабочей профессии. Он электрогазосварщик и наш активист. Он участвует во всех мероприятиях, проводимых на территории Ленского района, где только может принять участие, экстремальных, туристических, различные конкурсы ЗОЖ. И он, как никто, достойно представит свою профессию, и мы знаем точно, что он все умения, навыки, которые приобретет там, на этом фестивале, он привезет и распространит этот опыт у нас среди коллег. Сегодня у Андрея Федорова, благодаря участию в фестивале МУС «Устар», появилась возможность заявить о себе не только на всю республику, но и на всю Россию. И рассказать, что в небольшом провинциальном городке есть такие высококлассные специалисты. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Также в Якутии в рамках молодежного фестиваля МУС «Устар» проводится конкурс «Молодежный эколидер». В финале этого конкурса представители молодежи из 21 района презентовали свои проекты экспертам в области экологии и охраны природы. По итогам будут определены победители и призеры, которых рекомендуют ко включению в состав общественных экологических инспекторов при Минэкологии Республики. По условиям конкурса участники финала должны презентовать свои экологические проекты по направлениям сохранения лесных и водных ресурсов, сохранения биоразнообразия, экологическое просвещение, образование и другое. Мой проект называется «Чистый север». Он основан на сбору, сортировке и переработке вторсырья именно в арктических районах, то есть в моем родном Среднеколымском районе, Улусе. Мы хотим заниматься именно переработкой вторсырья, пластика и делать плитки тротуарные. Я думаю, что я оцениваю свое выступление как очень хорошее. Я тут нашла положительный отклик уже партнеров, поэтому думаю, что проект вполне будет успешным. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.